Его имя заставляло султанов проверять, на месте ли их голова. Мухаммед Кыргыз. Человек, который превратил войну в искусство. После разгрома и взятия Кашгара он вышел из тени. Пока другие считали потери, Мухаммед принимал дары, золотые пояса, драгоценные чаши и признание самого хана. Но золото было лишь началом. Вернувшись в Моголистан, он объединил кыргызов под своим знаменем. Туркестан, Ташкент, Сайрам, он перевернул эти земли вверх дном. Могущественные шейбаниды пытались его остановить, но лишь глотали пыль из-под копыт его коней. Султан Абдаллах решил, что сможет поймать горного орла. Он преследовал Мухаммеда, не зная, что сам идет на бойню. Один резкий разворот, яростная схватка, и войско султана захлебнулось в крови. Побежденный султан ждал смерти, но у Мухаммеда были другие планы. Он продержал его в плену всего один день, оказал почести. И отпустил. Это было не просто милосердие. Это была демонстрация абсолютной силы. Я обещал отпустить султана, и я сдержал слово. Он отправил хану трофеи и остался в истории как лев, который сам выбирал, кому жить, а кому пасть.